столице Коми прошел праздник спорта и красоты. На Кубке по бодибилдингу культуристы из разных регионов России смогли показать результаты своей работы. Турнир приурочили к юбилею Федерации бодибилдинга Республики Коми. Ей исполнилось 30 лет. Мария Дымова о том, что красота зачастую требует жертв. Фигура культуристов – эталон формы для спортсменов. Идеальные пропорции и четко прорисованные мышцы. Федерация бодибилдинга Республики Коми была открыта 30 лет назад. Тогда же прошли первые региональные соревнования «Вечерний Сыктывкар». На юбилейном турнире присутствовали спортсмены, которые в 1993 году стояли у истоков бодибилдинга в нашей республике. Тот чемпионат стал для них трамплином в большой спорт. Сегодня Олег Канев – чемпион России по бодибилдингу. После окончания карьеры стал тренером, но и о своем физическом развитии не забывает. Мечты осуществились. Я тренировался уже с самых первых, можно сказать, занятий, уже хотел выступать на соревнованиях. И мне повезло, все так сложилось, что начали проводиться именно в 1993 году благодаря Андрею Жиню и Николаю Тишкову. За 3 десятка лет турнир обрел масштабность и значимость. Теперь продемонстрировать свои спортивные достижения собираются участники не только из Коми. В этот раз на соревнования приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Коряжмы и других городов. Изменения произошли и в программе турнира. За эти годы количество номинаций увеличилось 3 раза. 9 категорий, из них юноши бодибилдинг, абсолютная категория. Фитнес-бикини, это дебют, это девочки, которые выступают в первый раз. Фитнес-бикини до 66 сантиметров, фитнес-бикини свыше 166 сантиметров, фитнес-модель, фитнес-бикини 35+. Алексей утверждает, бодибилдинг повышает жизненный спортивный тонус человека, а потому с каждым годом этот вид спорта в республике все больше пользуется популярностью. Наши земляки становятся лучшими на чемпионатах страны, Европы и даже мира. И уровень организации соревнований в Коми не уступает столичным турнирам, отмечают приглашенные гости. В Республике Коми я знаю, что заслугами моего товарища, друга, президента Федерации Алексея Захарова, этот спорт жив и, надеюсь, будет жить. Потому что в это нелегкое время он находит в себе силы и возможности делать такие замечательные турниры, которые позволяют молодым спортсменам и немолодым показывать, на что они способны, доказывая себе в первую очередь и всем остальным, что надо двигаться вперед, а останавливаться нельзя. В этом году на Кубке количество девушек сильно превысило мужскую половину. Но зрителей это не расстроило. Скорее наоборот. Каждый выход спортсменок сопровождался бурными овациями. Мужчин было сильно меньше. В начале турнира своей формой удивили 3 парней в категории молодежь до 18 лет. Во взрослой абсолютной категории боролись 4 спортсменов. А в номинации «Пляжный бодибилдинг» участвовало всего 2. На самом деле на чемпионат республики выхожу уже 2 раз, и это уже 2-я, получается, абсолютная победа. К сожалению, в последнее время не очень много соперников выходит, к сожалению. И поэтому, так скажем, это начало соревновательного сезона. Впереди у меня еще чемпионат Северо-Запада, Кубок России, поэтому работы еще предстоит много, и так что только набираем обороты. Красивое тело – результат тяжелого труда. Подготовка начинается задолго до соревнований. Кому-то необходимо 3 месяца, кому-то больше года. Все зависит от исходной формы. Но большинство спортсменов используют одни и те же методы для достижения цели. Это правильное питание, регулярные тренировки и режим отдыха. Без качественного сна построить тело мечты вряд ли получится. Тяжелее всего становится ближе к кубку. Ограничивать себя приходится еще сильнее. Некоторые женщины возвращаются в спорт даже после рождения ребенка. Анна Щемелева вернулась на сцену после декрета и стала победительницей в номинации «Фитнес-бикини 35+». Неожиданно. Я, конечно, вообще чуть не расплакалась. Никак не ожидала. Счастье переполняет просто. На оценки жюри влияют не только размеры мускулов и подтянутость тела. Спортсмены должны уметь правильно себя преподнести, показать выигрышные стороны и скрыть недостатки. Ослепительная улыбка только в плюс. Анастасия Кравец участвовала в соревнованиях впервые, но стала победительницей сразу в 3 номинациях. Признается, секрет успеха – мотивация и желание быть первой. Режим – это очень хорошо. Сейчас все стараются следить за режимом, за питанием, все здоровый образ жизни ведут. И, в принципе, это, наоборот, хорошо, что живешь постоянно в таком ритме.
Тренировки не заканчиваются даже во время конкурса. Спортсмены всегда поддерживают мышцы в тонусе. А чтобы скрыть все недостатки кожи и уравнять соперников между собой, перед выходом на сцену они наносят так называемый сценический грим. Или, проще говоря, загар. Кажется, что бодибилдинг подходит только жестким и очень сильным людям. Но это спорт не только для профессионалов, но и для каждого из нас. Ведь он про качественное развитие мышечной массы с помощью тренировок и контроля питания. Главное – во всем знать меру.